В прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится четверг, 8 января. Экологически чистая энергия. На данный момент это тупик, его пробивают с двух сторон, осталось только 160 метров. В Шатойском районе строится гидроэлектростанция с годовой выработкой 105 миллионов киловатт электроэнергии. Новая социальная инфраструктура. Ведется также строительство общеобразовательной школы на 400 мест. И также ведется строительство детского сада на 280 мест. В Путинском районе возводится образовательные учреждения. Высшее признание. Заместитель муфти Динмухаммад Мухтаров получил научную степень доктора шариатских наук. Рамзан Кадыров отреагировал в своем телеграм-канале на слова Владимира Зеленского о возможных действиях против него. Поводом послужило предложение Зеленского Дональду Трампу выкрасть главу Чеченской республики, как ранее был похищен президент Венесуэлы. Кадыров подверг критике не саму угрозу, а манеру высказывания. Политик отметил, что Зеленский трусливо намекнул, желая, чтобы кто-то другой решил его проблему. По мнению главы, такие призывы свидетельствуют о желании лидера киевского режима сорвать процесс мирного урегулирования. Рамзан Ахматович призвал скомороха, так на Руси называли шутов и бродячих актеров, быть мужчиной, а не просить помощи у других. Вторая линия Путинского района активно застраивается. Центральным архитектурным элементом станет полуторакилометровый пешеходный бульвар. Вдоль него возводятся дома от 10 этажей. Завершат композицию две мечети на противоположных концах бульвара. Работы ведутся круглосуточно в несколько смен. Об архитектурном облике репортаж Рабиат Гайтиевой. Грозный, жемчужина Северного Кавказа, продолжает развиваться и преображаться, поражая стремительными темпами и масштабом новых проектов. Только в прошлом году было торжественное открытие первой линии нового района имени Владимира Путина. И вот под личным контролем главы республики в 2026-м все внимание сосредоточено на возведении второй линии нового района. В настоящее время на всех объектах осуществляется монтаж железобетонных каркасов будущих зданий. Значительная часть жилых домов уже достигла отметки в 20 этажей. Также завершен важный этап подготовки. Созданы архитектурные макеты фасадов для дальнейшего согласования с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Планируемые цифры всего проекта впечатляют. Общая площадь застройки превысит 3 миллиона квадратных метров. На этих площадях разместят около 150 современных жилых домов, где смогут жить десятки тысяч человек. Помимо квартир, здесь будет вся необходимая для жизни инфраструктура. Новые школы, детские сады, торговые центры и многое другое. На настоящий момент ведутся работы по бетонированию стен и перекрытий домов. На данном этапе ведутся работы на 17 этаже и на 16 этаже, соответственно, на втором корпусе. Также одновременно ведем кладочные работы блоком, заполнение оконных проемов. Да, все работы будут завершены в срок. Фактически в столице региона создается город в городе. В планах даже огромный центральный парк площадью более 113 тысяч квадратных метров. Рядом с ним построить современный концертный зал на 1000 мест. Чтобы решить вопрос с транспортной нагрузкой, в проекте заложены две многоуровневые развязки на ключевых пересечениях улиц. Вся транспортная артерия будет рассчитана на интенсивный поток машин и станет современной городской магистралью с широкими тротуарами и зелеными аллеями. Рабиат Гайтиева, Лисхан Кацулов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская республика. Новая гидроэлектростанция Нихолойская строится в Шатойском муниципалитете. Она возводится на реке Аргун. В год ГЭС будет вырабатывать 105 миллионов киловатт-часов возобновляемой энергии. Эта станция станет вторым объектом гидроэнергетики в республике после Башенной, которая введена в строй в 2025-м. Репортаж Бедины Мударовой.
Это сердце гидроэлектростанции, деривационный тоннель протяженностью 3 километра. Через него очищена от мусора и грязи вода, которая накапливается за плотиной высотой 54 метра, будет поступать прямо в напорный водовод, который находится чуть дальше на территории здания гидроэлектростанции. В скором времени по завершению работ тоннель полностью будет заполнен водой. На данный момент это тупик, его пробивают с двух сторон, осталось только 160 метров. Работы по прокладке туннеля ведутся активными темпами. С момента начала реализации проекта в октябре 2024 года строители уже преодолели отметку в 550 метров. В среднем за сутки удается пройти около 3 метров. На текущем этапе специалисты приступили к армированию и бетонированию сводов. Также на объекте установлена система искусственной вентиляции и обустроены камеры для разворота транспорта. Предусмотрено все для полноценного строительства. Сама подземка, она считается особо опасным производственным объектом. Но это в общем. А так, сложности по строительству этого туннеля не было. У нас 160 погонных метров целика, скальная выломка, то есть чтобы сбиться, чтобы открыть. Ну, это, можно сказать, только половина работы. Основная часть еще осталась. Это бетонирование. Армирование, бетонирование, потом это свод стены, потом еще лоток. Цементация после этого. Новая станция Нихолоевская возводится на реке Аргун в Шатойском районе. Она станет второй гидроэлектростанцией Русгидро в регионе после Башиной и крупнейшим объектом гидроэнергетики в Чеченской Республике. Прямо здесь будет возведена плотина высотой 54 метра. Ее фундамент уже готов, основание сформировано. Специально для строительства такого масштабного объекта был задействован уникальный кран «Егман» с длиной стрелы в 70 метров, который предназначен для работы с крупногабаритными конструкциями на большой высоте. Проектная мощность гидроэлектростанции составит 23 мегаватта в год. Она будет вырабатывать почти 105 миллионов киловатт в час экологически чистой возобновляемой электроэнергии. Объект будет состоять из головного узла и станционного. На последнем сейчас идут земляные работы. Возводят здания, затем последуют бетонные работы и монтаж оборудования. Электростанции, у нас всегда не хватает электроэнергии. Мы всегда запитываемся от соседних регионов. Она нужна для собственных нужд. Вот 23 мегаватт, например, который здесь, Шатойский район, процентов 90 обеспечит. Башина, она и Тумкалийская обеспечит. Хотя у нас единая система электроснабжения, то есть все электростанции работают на единую сеть, и оттуда все забирают. Но тем не менее, если его сравнивать мощности, да, это и налоговые поступления для республики, и после запуска, и на рабочие места, и в дальнейшем. Так что это очень влияет на развитие республики и региона. Станцию планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. Кроме Нихолоевской, Русгидро рассматривает возможность строительства еще 7 гидростанций в регионе, которые могут в сумме дать мощность около 250 мегаватт. Эти проекты находятся на стадии проработки, что говорит о намерении компании развивать гидроэнергетику в Чеченской Республике. Медина Мударова и Сейдемин Мусаев. Вести, Чеченская Республика. В Путинском районе Грозного возводится сразу 2 ключевых социальных объекта – школа и детский сад. Строители работают над тем, чтобы ввести оба здания в эксплуатацию уже до конца этого года. На каком этапе работы, выяснял Турпал Тайсумов. В новом районе имени Владимира Путина успешно идет строительство не только жилых домов, но и социальных учреждений, к примеру, детского сада и общеобразовательной школы. Ясли рассчитаны на 300 посадочных мест. Старт строительства был начат в 2025 году. Как рассказали в Министерстве образования и науки, поручение главы Чеченской Республики выполняется успешно. Строительство ведется согласно графику производства работ. Готовность объектов более 50% на сегодняшний день. В 2026 году данные 2 объекта будут введены в эксплуатацию. По линии Министерства строительства Чеченской Республики ведется также строительство общеобразовательной школы на 400 мест. И также ведется строительство детского сада на 280 мест. И эти объекты будут введены в эксплуатацию в 2027 году. Детский сад возводится в рамках национального проекта «Семья», а школа строится по программе «Молодежь и дети». Оба объекта начаты в 2025 году. Поставки материала, количество рабочих позволяет укладываться в сроки. Сейчас мы уже почти заканчиваем монолитные конструкции на 4 блоках. Заканчиваем облицовку блоками наружных и внутренних стен. Приступили к облицовке фасада камнем. Это очередная школа, строительством которым занимается наша организация, уже 4-я или 5-я по счету.
Так что в плане производства работ делаем те работы согласно календарного плана, графика. Магомед Магомадов – специалист по монтажу вентиляции. Технологически это один из самых важных элементов. Доступ воздуха должен быть в каждом помещении. Мы занимаемся на данном объекте установкой систем вентиляции и дымоудалением. Недостаточно построить просто здание. Нужно, чтобы был свежий воздух. То есть, как в старинку, чтобы не открывали окна. Также очень важно, чтобы сохранить безопасность тех, кто будет здесь учиться. Работаем качественно, на совесть, так как это наше подрастающее поколение. Желаю им успехов и удачи во всем. Благодаря эффективной реализации во всем субъекте быстрыми темпами растет количество образовательных учреждений, а вместе с ними количество учеников и рабочих мест для жителей. После завершения строительства в районе появятся современные образовательные учреждения, полностью оснащенные для эффективного обучения, всестороннего развития и комфортного пребывания детей. Турпа, Лолита Исумов и Джабраил Хаджиев. Вести. Чеченская Республика. 39 тысяч тонн зерна, экспортированное из Чеченской Республики под контролем Россельхознадзора в 2025 году. Лидерами по объему экспорта стали Армения и Грузия, куда совокупно поставлено более 10 тысяч тонн. Значительные партии также отгружены в Ирак, Иран, Афганистан и Беларусь. Вся экспортируемая продукция прошла необходимые фитосанитарные исследования на соответствие требованиям стран-импортеров. В отчетном периоде география поставок расширена. В список стран-получателей впервые вошли Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Турция. Заместитель муфти Адин Мухаммад Мухтаров защитил докторскую диссертацию по шариатским наукам. Тема его исследования – дополнение шейха Закария Аль-Ансари в труде «Минхадж от-Талибин» имама Ан-Навави. Целью работы стало выявление и анализ доктринальных и текстуальных добавлений Аль-Ансари, а также определение их роли в эволюции шафиитского мазхаба, а научной новизне докторской – репортаж Рабиат Гайтиевой. В среде религиозных деятелей Чеченской Республики служение вере неотделимо от глубокого научного поиска. Так, заместитель муфтия региона, начальник отдела ФЕД Адин Мухаммад Мухтаров пополнил историю выдающихся академических достижений чеченского духовенства. Он успешно защитил докторскую диссертацию, получив высшую учебную степень в области исламских наук. Болгорская академия предусматривает 3 года учебы, непосредственно учебы, и за этот период там очно-заочно проходит учеба, экзамены и пишут статью. После 3 лет обучения выходят на защиту диссертации. Обычно за 4-5 лет успевают защититься. Защита в Болгорской исламской академии, ведущем исламском научно-образовательном центре страны, прошла с беспрецедентным результатом. Ученый совет единогласно присудил Адин Мухаммаду Мухтарову степень доктора и признал его работу одной из лучших за всю историю академии. Результаты моего исследования подтвердили высокую значимость данного труда для системы обучения фикху в современной России, особенно в регионах с традиционным преобладанием шафиитского мазхаба, таких как Северный Кавказ. Включение «Манхадж ат-Тулаб» в образовательные программы, на мой взгляд, способствует углублению правовых знаний, укреплению правовой культуры и более точному применению норм мазхаба. В фокусе исследования глубокий сравнительный анализ классических трудов выдающихся исламских ученых. Тема стала дополнение шейха Аль-Ислама Закарии Аль-Ансари «Манхадж ат-Тулаб» в труде «Минхадж от-Талибин» имама Ан-Навави. Компаративный богословско-правовой анализ. Особую значимость работе придает то, что она основана на первом в истории полном переводе основополагающего текста «Манхадж ат-Тулаб» с арабского на русский язык, выполненным самим автором. Ранее подобный перевод считался практически невозможным из-за исключительной смысловой и терминологической сложности. Повседневная работа в духовном управлении мусульман региона, связанная с подготовкой правовых заключений, стала прочным фундаментом для научного исследования. Тут один экземпляр академии у себя оставляет, один экземпляр для докторанта. Вот здесь на академии название докторант, тема, специальность фикх, его основы и научный руководитель. Диссертация на арабском полностью, 331 страница. Докторант должен использовать более 100 трудов разнообразных
для написания докторской диссертации. И вот эти все необходимые труды, они у нас и здесь имеются. Все они были использованы, и списки использованной литературы указаны в докторской диссертации. С гордостью о Дин Мухаммаде отзывается советник главы региона, муфти Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев. بوسوب دين عامدر بوسوب دين دحية خر دال جرجع أجرا يزوج يلشل عمل إذا نو كديل شيء علم ديل شيء أجر دزعد العلم دويس عدل علم دعاء شوي ما عدل قيت مسا خز دقة ديش نعبو حجر شو بشلش أن بو عدل ديننا علمنا مسوا ورنا قصل دشة ويبتش رمضان عجود على شوي لذا دال شديك نعسو وقل دال ديك نسبي قنبيل أقاهين سوين خلش بوش قيام مش خط قيام بو أقويناي بوش دين معمن بوشو إذا بولغارسكي أكاديميا دكتورسكي زشيتين هين ساتسويرزنا وين بوخ يحكم بو تو ينيوشل دكتورسكي إذا شافي في قنقع منهج الطلاب بوجيندو شيخ زكريا الأنصاري بوشنا أستيعتو بين بول بويس دال شيقه تمسانا قي ألسم وينا علمان قي أملويل دال بوسوبنا أنا بريشيا دال بايدع بويل وزخلوش دال هرقي أمشا ويك بويتوش أو علمان تاع ويك يقولش مصو أور ويناقص داش غداش ولو ويك باتش رمضان حاج دال على شويل دال ديك سبيقم بيلسون. Это достижение уже стало предметом гордости для республики и служит мощным стимулом для молодых богословов, демонстрируя, что глубокое служение вере и академические вершины неразлучимы. دين معمدة وصل بنيح خزدانا وين مخاري دكتورسكي زشيتاينا الشيخ زكريا أنصاري استالية بول تنخا منهاج طالبين تاح بين بول بوال تنغلات إشت إبوال ميل كالباخش إباستا باش خزدانا وين مخكح üç bol bu beniga qaqibol ats Bulgariya bol qiychona xil bol ailamna xazlaqar mahad besh Путь Дин Мухаммада Мухтарова от практических ветвь академическому Олимпу стал живым воплощением принципа «знание – это действие». Его двухлетний труд, увенчанный высшим признанием, это новый уровень ответственности. Рабиат Гаитиева, Ислам Ибрагимов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт АВНХ в социальных платформах.